В Республике Коми стартовал первый этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый-2024». Каждый пользователь интернета с помощью своего аккаунта в социальных сетях имеет возможность проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего народного участкового. Инту на конкурсе представляет сотрудник полиции Сергей Алексеевич Давыдов. Онлайн-голосование проходит с 11 до 20 сентября. Интинский участковый Сергей Алексеевич Давыдов принимает участие в конкурсе «Народный участковый» уже не первый раз. В прошлом году страж порядка прошел отбор муниципального этапа конкурса, вышел на республиканский уровень и занял там 3-е место. Те, кто первые места заняли по городам республики, соревновались по республике Коми. Вот по республике Коми я занял 3-е место. Получил диплом. Ездили в Сыктывкар на награждение торжественно. Ну и дальше, кто по первые места выигрывали по уже регионам, еще и в России участвовали. Конкурс «Народный участковый», он направлен не на какие-то личные заслуги участкового, какие-то показатели, а больше направлен на общение с гражданами, то есть доверие граждан к сотрудникам полиции. А так как мы участковые, и мы, можно сказать, лицо, к которому человек может всегда обратиться за помощью, то есть взаимодействие с гражданами, доверие граждан к сотрудникам полиции. Сможет ли сотрудник полиции помочь человеку в трудную минуту, как полицейский? Конкурс «Народный участковый» призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Работаю в должности участкового уже порядка 6 лет. За малым не хватает. 1 октября 6 лет будет, как я уже в должности участкового. Многие люди меня уже знают, здороваются на улицах, очень приятно. Кстати, даже когда я не по форме иду, многие люди узнают, здороваются, также обращаются, говорят, у меня соседи, помните меня, я всех помню, со всеми общаюсь, поддерживаю отношения, то есть всегда открыт к общению. То есть и люди даже, те, которые обращаются ко мне, потом благодарят. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него. Обработано за предыдущие полгода 490 вообще сообщений в целом. Раскрыто преступлений 7, и порядка 150 административных правонарушений. То есть принятие решений, протокола, определения. В обязанности входит прием заявлений, сообщений от граждан, работа по данным сообщениям, профилактика, то есть где-то нужно беседы провести с сожителями или вообще просто с детьми, даже проводим профилактические беседы о недопущении преступлений, о недопущении административных правонарушений. Также профилактика с поднадзорными лицами, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Наши подучетные лица, которые состоят на учете. Также проводим профилактические беседы ежеквартально, докладываем начальнику о нашей, так сказать, деятельности, работе, проведенной профилактике, и многие еще другие задачи, то есть помимо этого сопровождение уголовных дел, где-то нужно помочь дознавателям, следователям, то есть доставление лиц в орган внутренних дел.
Полная информация о претендентах на звание народного участкового 2024 года размещена на сайте 11.mvd.rf. Во вкладке конкурса можно ознакомиться с тем, сколько преступлений раскрыто при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено им, каковы достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Онлайн-голосование населения в рамках первого этапа конкурса проходит с 11 по 20 сентября. Голосование по второму этапу состоится через месяц, с 7 по 16 октября.